Давайте начнем новую игру. Да, сразу на тяжелом начнем. Чё, блин. Ну чё тут? Dead Space, ребята. Миссия Кек ER-529. USS Келлион, курс системы Эгида. Основной состав экипажа: Айзек Кларк, техник-специалист по корабельным системам. Кендра Дэниел, специалист по компьютерным системам. Это я. О, русский! Жаль, так хотелось поговорить с Найс, тобой найс, лично. найс. Прости меня. Прости за все. Так хотелось. Горящие поговорить. торфяники, нифига себе. Все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. И сколько раз ты уже это смотрел? Нормально. Скучаешь такой. по ней, да? Не переживай, Скучаешь по ней, мы да? обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Жену любишь, да? Ну, умерла, наверное. Я понимаю, скучаешь, Синхронизируй волнуешься. орбиты. Сколько мороки из-за Капец. какого-то обломка. О, я вчера Это еще и есть Ишимура? Чужого смотрел. Круто. В самом USG первой части. Шимура. Класс планетарный потрошитель. ПНГ Похоже, они астероиды. уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. Всякие руды уже снятся. USG Ишимура. New Это World аварийная Zone. бригада USG Келлион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Надо усилить Я мощность в курсе. передачи. Усильте сигнал. Не учи ученого, да? Я в курсе, Кэрри. Она так оскорбилась прям. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? Ясно. В экипаже русские, у них Новый год. А это что? Вот, нажрались уже, рыгают в Битый микрофон. сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Хорошо, Окей. ты и я слышал. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Грави-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Так, загрузить отчет о повреждениях. Ну, давайте узнаем. Что с кораблем? Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. О, ну понеслась. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Ну, сейчас расслабимся. Ага. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. О, вот и он. Огонь! Всем огонь! Огонь! Кендра, питание! Кендра! Куда вы стреляете? Давай, Ядрей. Айзек, убирайся отсюда! двери открыты. Беги. Бегу! Бегу, бегу! Да блин, да вы играете, что ли? Прям на меня падают. Беги, Айк. Убирайся оттуда к черту. Да бегу я, бегу, лол. О, блядь! Нихуя себе, это как? О, тихо, 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 тихо. Блин. Покоцали, твари. Ух, я помню в первый раз, когда вот это вот все происходило, я дико пересрался, вообще дико пересрался. Типа, знаешь, вот ремастеры или ремейки нужно тем играм, которые, ну, не могут запуститься на современных компах, современных системах. Ну, я так считаю. Вот уж лучше бы деньги тратили на, там, скажем, ремастер этого Murder Death Kill, к примеру, МДК. Или еще что-нибудь такого. Ну, а так, в принципе, да, неплохо было бы. Пускай делают ремастеры на что угодно. Я не против. Скоро будет ремастер. А, будет. Она получит качество звука лучше и меню как второй части. А, понял. Тут капец какая багнутая. Балдею, просто это не скипается, да?
Настройка видеокарты для профиля Dead Добыча Space, Руби в ставим космосе американская выгодный организация бизнес, ON, тройная мистер популяризация Икс. ON. А Эгида-7, судя по отчету, просто Ну-ка, золотая ну-ка, жертва. вот это уже что-то интересное. Кобальт, кремний. Мы-то 2 раза перезапустились уже, 3 раза даже, из-за того, что у нас вертикальная синхронизация была включена, и мы, ну, не знали, в чем проблема. И у нас случался такой баг, из-за которого мы вначале не могли пройти дальше. Невидимая стена стояла. Смитлы, внимание! Не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Это для тех, кто прослушал совет нашего офицера охраны, который сказал нам: не стреляй в корпус, Айзек, стреляй по конечности. Он нам уже такое говорил. Я уж подумал, сзади меня идет говнюк какой-то. Я вас понял. Блин, мне надо повышать урон, наверное, на плазменный резак, который у меня в руке. Я так еще расслабился. Сижу, сок попиваю, эта тварь выбегает прямо на меня. Гнида. Где там этот? И звуки издает. А, тварь! Блин, прям нравится футболка моя. О, тварь, ты чё, дурак, что ли? Блин, без вертикалки капец тяжко стрелять, если честно. Очень тяжко. Ой, блядь. Оп. У-у-у! Говно. Мы отсюда теперь точно не улетим. Тревога. Повреждение секции главного ангара. Аварийной службы проинформированы. Что-то мало патронов. Блин, игра на сложности прям очень даже, да, дает прикурить в плане, ну. О, живем, магазин, так, и верстак тут рядом, хорошо. Короче. Есть тут мой костюм? Защитный костюм второго уровня. Да. Ща, приоденемся нормально. О, вот и оно. Найс. Ну вот я прям помню, что мне импульсная винтовка в принципе помогала. Что-то такое помню. Ну тогда я силовой узел не смогу купить. Ну чтобы прокачаться. Не, все-таки куплю, пожалуй. Или нет. Ладно, я пока, наверное, не буду ничего покупать тогда уж. Ну вот на 3-й уровень, да. И один узел останется на секрет. Блин, это вот прям вот так вот идти. Ну это... Не, ну это... О, просчет произошел, просчет. Я немного просчитался. Ладно, я пока не буду тогда узлы тратить. Подожду. О, младенцы. Помогите! Ради бога, помогите! Спасите! Я, кстати, когда в первый раз проходил, не знал, что это младенцы. Я просто думал... Ну, дети. Ну, прям младенцы, типа, ну...
Не имел ни малейшего понятия. Капец, а там дети вот прям вкорчатся в боли или типа того, непонятно, что они там. Ну прям реально игра мрачная, если так подумать. Вы гляньте. Бедные груднички. Не повезло. А, блядь, ёбаный рот! Иди нахуй! А я тебя жалел пару секунд назад, называл бедняга. Охуеть. У чувака проблема видно. Да, как он жив-то до сих пор. Убился. Надо бы через год или два там показать сыну фильм «Изгой». Интересно, он будет переживать за Уилсона или нет. Мне вот такие вещи будут супер любопытно и интересно, типа, как интересно сын будет реагировать. Буду реакты, так, типа, смотреть дома. В РЛ своих детей. Как они, интересно, типа, отреагируют на те или иные вещи. Вот сейчас, к примеру, когда они смотрели, ну, относительно недавно, «Короля льва», где Муфаса отъехал, им вообще насрать было максимально. Ну, типа, такие смотрят. Умер и умер. Блин, вот в этом месте прям атмосфера супер нездоровая. Угу, вижу. Да в смысле? Вставляй, не вынимай. О. Да, каждый подумал о своем, конечно же. Ну неплохо, неплохо. Мне нравится. Если еще увеличить ему урон, он вообще охуенный будет. Блин, у меня сразу вопрос возник странный. У них прям подготовка такая плохая была у охранников этой вот Шимура, интересно, или что вообще? Как так получилось, что никто не выжил? Ствол-то мощный. Ну, скорее всего, поздно поняли, как их убивать. Тварина! Вы чё, угораете или как вообще? Расстрелял. У нас две проблемы и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ага, Ты да, должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. А, сука, чё я такой деловой, блин? Капец, делал просто дохера. Ай-яй-яй. Подачу топлива включи. Центрифугу включи. Я херею. А он сидит, ждет, пока ему это все говно включит, и чтобы он одну кнопку нажал. Блин, сберу свои слова на обратно. Блин, мудак он, короче. Сидит где-то балдеет, а я, блин, все делаю. Жесть, да, да, наверное, неплохо. Мне вот, знаешь, что нравится? Скорострельность. Такую орду, блин, просто 4 бомжа на меня налетело, я их просто разъебал. Вот так вот. Было неплохо. Потому что в лоре планеты Земля, по-моему, если так подумать, типа в план человечества, то мы, живущие в России люди, это тупо орда.
Мы, кажется, как бы все орки по умолчанию. Так что это нормально даже называться орком. Это там альянс вот за океаном. Да. Гоблин. Знаю я одного известного гоблина, Суперсус его зовут. Видел кое-какие с ним нарезочки, так сказать. Самый любопытный гоблин, которого я видел. А есть еще гоблины творческие. Жарахов его зовут. Центрифуга активирована. Огромная стиральная машина, да. Пук. О, ебать. Отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Блять, у меня пиздец, не успел. Ладно, мне в обратную сторону бежать надо. Нет, хуйня не остановится. Блять, не успел. Побежал. Давай. Сука. Вчера нахуй посмотрел. Заходи. Классно. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего Ну, о я нем не плохого не знаю. посоветую. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу, просто поверь, что я ничего не знаю. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Какое недоверие у нас в нашей команде. Нет, такой пиздец, походу. Силовой узел, неплохо. Да, я и так использую все прям. Капец, у меня впервые аптечки кончились. И я, походу, в первый раз умру в этой игре. Впервые в Dead Space. Моя смерть. Бля, как же нехорошо. Да блядь, в смысле? Энергия направлена к системе защиты. О, я думал, мне пизда. Системный распределительный щит подключен. Мне почти удалось настроить прицельную сетку. Но с одной из пушек проблема. Не останавливайся. Суки, вы пожалели бы меня, я чуть не умер, чуть не сгорел заживо просто. Я берегу узлы для закрытых дверей и тому прочее, а вдруг не хватит, мало ли. Зона нормального давления. Хорошо.